ТикТок-шоу на Новом радио. Яха! Как говорится, да, как Мурат говорит, популярный человек сейчас ныне на Ютьюбе, да и в целом во всех социальных сетях. Короче, 19:01, да? Второй час нашего эфира, а значит, время гостя. Время гостя, время костей, я бы даже сказал. Но нет, время гостя. Итак, друзья, у нас в студии находится человек. Очень интересная личность. Очень-очень. Многогранная. Шестиугольник, я бы сказал. Марчиль Гунар Камаст. Это вот про нашего Дониора Юнусова. Он у нас автомобильный и графический дизайнер, бизнесмен, инвестор, полиглот, фотошоп-мастер, психолог и еще много чего другого. Да что ж ты будешь делать? Давайте поаплодируем ему все вместе. Салам, салам. Ну что ты, как ты? Здравствуйте, все отлично, все хорошо. Как ты добрался? Жизнь прекрасно. Мы добрались с пробками, конечно. С пробками. Винными? Примерно так. Вот такой вот юморок сегодня будет. Ладно, Дань, расскажи-ка нам, пожалуйста, как твое настроение сейчас, в данный момент? Настроение отличное, у меня здесь друзья, все знакомые. Все классно. Все круто, отлично. Атмосфера, значит, да. Приятная. Мощный, вайп отличный. Слушайте, я просто хочу сказать, что Даня, несмотря на то, что ему всего лишь, сколько тебе, 20 лет 20, получается? да. 20 лет, да, несмотря на то, что у него в Инстаграме растущий аккаунт, он у нас начинающий блогер, 7 тысяч подписчиков с лишним. Почти 8. Вот несмотря на все вот это один из немногих людей, у кого целый лям просмотров. Давайте, вот это тоже стоит аплодисментов. Ты молодчик, расскажи нам. Миллион. Зара, вот у тебя есть миллион просмотров в Инстаграм? Нет, в Инстаграме нет, в ТикТоке есть 2,5 миллиона. Молодец какая, выкрутилась. Так, Дань, расскажи историю успеха Билла Гейтса, пожалуйста. Не, на самом деле, как тебе удалось сделать так, что у тебя вот, лям? У Рафаэля Гулова нет ляма. Ты вообще ожидал, что этот ролик наберет столько? Нет, я совсем не ожидал, я просто знал, что где-то 100 тысяч наберу или 200 максимум. Я такой смотрю, просмотры растут, и я такой думаю, классно, давайте наберем лям. Сколько тысяч людей пришло тебе от этого ролика, например? Вот от ляма сколько? Видел? Где-то 1000 пришло. Ничего себе. Потому что если в ТикТоке набирают очень много просмотров какое-то видео, и подписчики прибавляются тоже. У меня вот это вот видео, которое 2,5 набрало, оно мне 20 тысяч подписчиков. Ничего себе, так, да. Если у тебя там в Инстаграме за лям пришло 1000 подписчиков, тебе еще 19 лямов нужно для 20 тысяч. Слушайте, народ, а давайте-ка подпишемся на Дониора, да, Юнусова. Давайте подпишемся вместе хором. Юнусов. Да, видишь, братишка, с нами двигайся, звездой тебя сделаем. Нормально будет. Да, нормально дело, нормально будет. Мы продолжаем, и что это? Это ТикТок-шоу, это Зарка, это Дониор, это, кстати, друзья, Санджар, вот теперь можешь говорить наш спокойно. Гость пришел, да, скажи салам алейкум. Своим другом. Да, можешь поближе к микрофону, да, чтобы тебя было слышно, да. Не бойся. Личный барбер самого Дониора Юнусова. Он всегда... Умничка. Давайте личному барберу похлопаем. Отлично. Представился сам, да, упростил нам задачу. Это еще не все. Начинающий тиктокер еще. Да. Коучер еще, да, коуч. Классное обучение для вас, ребят. Спасибо. Учитель, скажите, пожалуйста. Спасибо большое, учитель. Ладно. Да, ребят, вопросы. У нас были вопросы к Дониору. Итак, Дониор, ты готов? 3, 2, 1. Да, я Ща готов. начнется, Вообще давай. тут у нас очень много о тебе было сказано, что ты у нас полиглот, бизнесмен, инвестор. Пожалуйста, расскажи нам, чем ты вообще занимаешься. Кто ты, человек? На данный момент я учусь и работаю. Где учишься? В Донежгой Мили поступил недавно из-за семейных проблем, хотя я не хотел туда поступать. Ты чувствуешь, да, вот впервые человек из-за семейных проблем поступил, а не смог поступить. Это как минимум уже интересно. Да, действительно, проблем богатых людей. Не знаем, куда потратить. А давайте отдадим сына в Донежгой Мили, да? Не, на самом деле, смотри, на кого ты учишься? Я сейчас учусь на экономиста вроде, там, кредит. В смысле? Ты даже не вроде? У меня английская группа, я учусь, и поэтому вроде он не до конца понимает, о чем идет речь на занятиях, да? Слушай, я знаю, что ты знаешь английский неплохо. Да, я знаю английский. Давай что-нибудь на английском сейчас. Okay, if you want, we can continue in English. Okay. Let's start. Even my barber know English. Yeah, he learned me English. I don't know. Сразу видно, кто есть тичер.
На самом деле, слушай, а вот смотри, вот опять же таки, да, ну, шутки шутками. Как ты думаешь, в чем успех твоего видео в Reels, которое набрало целый лям просмотров? В чем фишка? Видео очень простое и юмористичное, и это жизненное видео. Это у каждого такое бывает по утрам, когда просыпаешься, и там будильник звенит, а у тебя был там такой прекрасный сон, где ты там что-то делаешь, летаешь куда-то. И ты не понимаешь, откуда этот звук? Откуда вообще, этот звук? да? Вы что? И этот стикер, который, ну, волну пускает. Танцует под эту мелодию. Она говорит, что это для меня как колыбельная. Ну, это честно, я не знаю, как под такую музыку можно. Вот ты бы проснулся под эту музыку? Я думаю, там просто дальше спишь и все. Не, я бы проснулся, я бы отключил будильник и дальше спать. Истинное назначение будильника. Прям как я делаешь. Два сапога пара. Так, давай дальше. Я смотрела у тебя на странице, что ты очень много гулял по Европе. Да. Чем ты там занимался? В Европе я учился. Год учил английский язык. И потом на следующий год уже поступил на графического дизайнера. А ты работаешь в этой сфере или нет? Иногда работаю. А тебе это нравится? Да, это нравится, просто мне нужно еще пару оборудования, чтобы заниматься этим полноценно. Так, и что тебе нужно? Какое оборудование именно? Интересно. iPad Pro. Ты так намекаешь, понятно. Мы все поняли, да? Ну, расскажи нам вообще, где жить лучше, в Европе или в родном Таджикистане? На волоске висишь, по лезвию ходишь. Очень комфортный город для меня именно, да, а там в Европе некому заступиться за тебя. Там у тебя никого нету, а в Таджикистане у тебя друзья, а я из-за друзей вернулся, из-за семьи друзей. Я большую тусовку устроил на свой день рождения. Ты давай об этом не говори, а то сейчас Танзим. Не, ну, я больше не буду. Ладно, слушайте, народ, действительно, ты сейчас правильно заметил, что, ну, комфорт и все такое. А как же, ты же у нас психолог, да? Ну, ты там... А ты учился на психолога? Или ты сам по себе решил, что ты психолог? Я решил, что я психолог. Я решил. Просто не знаю почему, но все мне об этом сказали, говорили, что я психолог, я поверил в себя. Так вот. Парниша дух приобрел. Мне сейчас все говорят, что я очень хорошо пою, значит, можно просто ставить певица, да? Это шутка. Так, вопрос тебе задают в нашем прямом эфире в Инстаграме. Эмос Official пишет нам. У меня, говорит, вопрос к нему, то бишь гостю. Ты танцевал под песню «Ева»? Винтаж, видимо. «Ева, я любила тебя». Было такое? Не помню. Было? Да, в ТикТоке было такое. Да? Да, в Рилсе одном. Кажется, тебя узнали. Радуйся, возрадуйся. Люд Божий. Похлопаем, человек узнали. Отлично, супер, продолжаем. Насколько я знаю, после того, как ты приехал, получается, да? Потому что до этого я не слышала, не видела тебя. Я с тобой познакомилась, когда ты работал с Умедой Парсаевой. Да, расскажи нам, что ты вообще делал, как вообще с ней работать, а Умеда у нас довольно-таки знаменитый человек, нам интересно, какой она человек. Ну-с, давай. Умеда на самом деле очень хороший и интересный человек. Ну, в Инстаграме кажется, что она такая высокомерная, но когда дружишь с ней, это очень классно. Я был у нее менеджером, графическим дизайнером, фотографом. Получается, психологом он тебе подсказывает, друзья. Близким другом. Да? А каково с ней вообще работать? Легко? С ней очень комфортно работать, удобно, да. Получается, ты ей помогал в продвижении Инстаграма. Ты в этом хорошо разбираешься? Я не знаю, откуда это во мне, но я разбираюсь. То есть мы можем сказать, что в становлении Умеды Парсаевой есть твоя какая-то доля львиная? Не львиная, но есть доля. Есть, да, доля? А что ты так стесняешься? Говори прям, ну, набери воздух легкий и скажи, да, я сделал Умеду Парсаеву звездой. И он видит дух Парсаевой, который стоит с ножом рядом. Со скалкой. На момент, когда я с ней познакомился, у нее было где-то 200 тысяч подписчиков, сейчас 1 200 000. Получается, ты такой познакомился, и 1 000 000 на нее подписалось людей. Красавчик, просто бомбовый парниша. Я ей советовал, как там, что делать, что привлекает. Так, Умид, забираем Доньора после эфира и больше никуда не отпускаем. Да, нам нужен лям. Не, ну на самом деле, ты вообще молодец, такой позитивный парниша. Скажи мне, пожалуйста, чем ты увлекаешься по жизни? Ну, помимо того, что ты психолог, коуч, знаешь английский, продвигаешь Умеду Парсаеву, устраиваешь тусовки хорошие. Чем ты еще занимаешься? Давай так, хобби, которое абсолютно никаким боком, никаким краем не касается именно, скажем, социальной сети. Ну вот, рисовать люблю очень. Чисто, да, вот просто рисовать. Да.
Смог бы нарисовать Зарку? Нет, не людей только. Там какие-нибудь графические рисунки, там машины. Давай представим, что Зарка — это кувшин. Смог бы ее нарисовать? Почему кувшин? Я не знаю. Песню вспомнил. Ее талия — аномалия. Может, поэтому... Скриптонит. Это мощь. Это мощь, это ты мощь. разбираешься у нас еще и в музыке. Да. Очень крутая атмосфера у нас царит в студии. Прям полный, как сказала бы молодежь, а в целом молодежь у нас сегодня в студии, расколбас. Вот так вот, расколбас. Мы так У не вас говорим. такое слово есть вообще? Вы так не говорите? Это слово твоей в молодости, похоже. Они тут фестивалят. Они тут фестивалят, карнавалят. И еще это как, чилите, да? Чилим, да, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. Как говорит Джиган. Последователи Джигана и Гуфа, вот, пожалуйста. Слушайте, народ, атмосфера, конечно, крутая, вайбовая, вы все молодцы, вы все молодежь, вы все крутые. Скажите-ка мне, пожалуйста, ответьте на вопрос, какова цель вообще конечная того, что вы занимаетесь именно вот Инстаграмом, начинаете вести блог? Популярность. Стать знаменитым и подтягивать других ребят из Таджикистана. Чего не хватает в Таджикистане для начинающих блогеров? Чтобы, например, вам нужно было студии какие-нибудь? Вообще, что не хватает в Таджикистане? Как ты думаешь? Тебе лично и в целом? Локаций. В Таджикистане не хватает локаций в основном. Студию найти не проблема, оборудование найти не проблема. Локации, больше красивых зданий в Таджикистане, пожалуйста. И вот больная тема всех тиктокеров — кольцевая лампа. Кольцевая лампа у нас есть, без проблем. Кстати, хотите лайфхак, как сделать кольцевую лампу? Давайте. Потому что в наше время, я не знаю, как в ваше время, но в наше время преподавались уроки труда. У нас не было. И мы там мастерили все, что угодно. Ты ходил, наверное, на труды к девочкам. Да, мы Помнил трудовика. Я кушал там, зато очень вкусно было всегда. Не, если говорить прям о том, что ходить к девочкам на уроки труда, чтобы покушать, это вот к нему, к Дане. Это Даня у нас такой упитанный. Я так понимаю, вся еда его уходит тебе, потому что Санджар у тебя какой-то худой. Не, Санджар. Нет, на самом деле. Санджар много работает, а он просто инвестор. Вот. Мозгами надо работать. Так, оставь эти мысли, давай, немножко в сторону. Дядя умеет тебя сейчас поругать. Так, смотрите, на самом деле для всех слушателей... Для всех слушателей я просто хочу сказать, что это на самом деле очень крутые молодые ребята. Почему? Потому что вот есть Даня, это персонаж, у Дани есть собственный барбер, человек, который следит за его внешним видом, за прической, за опрятностью. У него также есть менеджер. Мухаммад Тиджибро. Нет, ты перепутал, это менеджер барбера. Это твой менеджер? Это менеджер барбера. И менеджер, соответственно... Настолько барбер крутой, что у барбера есть. Господи. А я тут уже обрадовался, профессиональная команда собралась. Ну хорошо, хоть девочка у нас молодец, да, актриса хорошая. Кстати, ты хорошо играешь, да. Играешь на чем-нибудь? Тебе нравится? Сделай вид. Спасибо большое. Отлично, супер. Актерка на высшем уровне. Вот как ты думаешь, через какое время вот уровень наших блогеров поднимется до, например, уровня блогера СНГ? Вот, что нужно делать нашим блогерам, чтобы также вот нас знали не только в Таджикистане, а вот как мы, например, смотрим за другими блогерами разных стран, и получается, как бы сделать нашим блогерам так же? Ну, давай, ты у нас молодежь. Я думаю, 5 лет. Так. Я думаю, если я буду серьезно этим заниматься, то за 5 лет через поднимусь. Сколько, я спросила, да, через сколько мы поднимемся? Как вот ты думаешь, вот ты говоришь, что ты помогал в продвижении Парсаевой. Что делать нашим блогерам, чтобы они тоже могли знать? Мы тебя сегодня пригласили как специалиста. Ты должен рассказать нашим слушателям. Ну давай, рассказывай все фишки. Смотрите, я наблюдал за нашими блогерами, некоторыми. У них контент очень такой скучный. Там выкладывать только фотки свои. Но это немного уже надоедает. Нужно выкладывать что-нибудь интересное, рассказывать что-то. Это постоянно, это интересно. Там в сторисах в основном выступать нужно постоянно. Значит, сторител всегда должен быть. Да, сторител должен быть. Так, новое слово storytell. Потом запишу. Да. Я тебе расскажу, что это значит. Так, еще одно сторисмейкер. Так, let's go. Давай, обогащай мой словарный запас. Еще? Как вот, например, продвигать свои видео, таргет или что? Ты же это все, наверное, разбираешься? Я с таргетом не очень работал, потому что у нас в Таджикистане Инстаграм не развит, и тут не очень так платят. А так, продвигать видео, нужно снимать что-нибудь интересное, такое легкое, чтобы людям запоминалось это. Ну, типа что-то жизненное еще, да? Как, например... Как мои ролики. Значит, всем нужно учиться у Дони Йора, чтобы продвигать себя в соцсетях. Понятно, Умид?
Да, я сейчас записываю уже, что ты, это самое, ты, конечно, потише, пожалуйста, записываю. Тут у нас еще есть гости, которые бы хотели задать вопросы нашему гостю, так что... Когда ты сказала «и», мне показалось, что в какой-то момент «и» снова «седая ночь» просто продолжишь. И только ей Слушайте, о, молодежь, вы знаете Юру Шатунова? Это трендом просто было недавно. Вон оно что. Вот видишь, вот ТикТок. Вот рестайлинг для чего Вот нужен. оно. Вот, все говорят, да, ТикТок бесполезен. Вот, если бы не ТикТок, то как бы, да, молодежь узнала об Юрке Шатунове. Ё-моё, алгебру так учили. Вы даже алгебру так учили? По ТикТоку? Вы серьезно? ТикТок учит жизни. Даже психологический ТикТок есть, можно много узнать. Скоро школы нам не понадобятся. Да, все через ТикТок скоро будет, ребят. Так, ну-ка, повтори еще раз фразу. Повтори. Скоро нам школы не понадобятся. А вот типун тебе на язык, знаешь ли, если бы не школа, ты бы говорить не научился. Наняли бы репетитора. Ладно, шутки шутками, действительно, все идет к тому, что образование постепенно переходит в диджитал направление, будет школа, но она будет уже онлайн. Вот так вот, школа, она всегда будет, есть и была. Но у нас тут вопрос, да, вот микрофон, ага. Что тебя замотивировало первый раз снять видео? И самое главное, стеснялся ли ты, снять таджикистане видео, знаешь? Настя, ну-ка отвечай, только честно. Давайте я вам отвечу. Первый раз меня замотивировала моя одна подруга. Она мне посоветовала, говорит, у тебя хорошо получается, давай попробуй снять. Это кто? Это не она, это не ты, да? Это не ты. О, хорошая группа поддержки. Ага. Как зовут подругу? Давай привет передадим. Зивара. Привет, Зивара. Мы Зивара, с ней привет не общаемся, но... Какая разница? Зивара, тебе привет, нормально. Ты молодец, что вот надоумила человек начать блогерство. У него неплохо получается, кстати. Вот благодари Зивару. Спасибо. Слушай, а тебя кто надоумил заниматься? Я вообще, когда я начинала вести Инстаграм, не было такого понятия блогер. Ага. Ну, у меня тогда уже было много подписчиков, а потом появились блогеры. Окей. Девушкам легко, девушкам очень легко. Они красивые, парни подписываются, не понимают, что происходит, они подписываются. А парням нужно трудиться. И девушка говорит, нет, не заливай. Окей. Так, еще у кого-то вопросы? Конечно, есть вопросы. Дайте ему микрофон, пусть задает. Так, задавай свой вопрос. Агась, ну-ка. У меня такой вопрос. Как вы думаете, в чем разница между звездами и вами? Между кем? Звездами и тобой. Скажем, вами, блогерами. Давай вот так, обобщим, да? Между звездами и блогерами. Давай. Вопрос. Да, давай. Прям обобщенно дай ответ, чтобы мы знали. Я думаю, есть определенный уровень блогеров, которые становятся уже звездами. Они начинают там уже петь, что-то сниматься в фильмах. А вот давай в целом, вот допустим, вот блогеры, которые не снимаются, но также популярны. В чем их, основная, скажем, разница звезд и блогеров? Я думаю, нету разницы. Нету, да, думаешь? Потому что это тоже, они тоже знаменитые. Звезда — это знаменитость, да? Так что блогеры. А я тоже... думал, это метеорит там где-то в космосе летает. Видишь, Зарка, нет между тобой и Шабнами Сурайо разницы. Да, я тоже звезда. Ля, какая самооценка. Я один тут сижу такой, я радиоведущий. Собрались вокруг меня блогеры, менеджеры, барберы. Тиктокеры. Блогеры. Ой, господи, друзья, может мне тоже начать чем-то заниматься, а? Обязательно. Что снимать? Вообще-то он уже ТикТок, да? снимает. ТикТок снимает? Ты не смотрел его ТикТок? Спасибо большое. Смотри, вот молодежь. Сейчас вот будет рекламная пауза. После рекламной паузы мы вернемся и сыграем с вами в одну очень крутую игру. Возможно, эта игра завирусится в ТикТоке. Договорились? Отлично. Все ради вас, все ради молодежи, Зарка. Мы очень ждем, что ты нам подготовил. Интересно. Ой, я вам подготовил такую тему. Ой, такую тему. Сейчас просто ухахатываться будете. ТикТок-шоу. ТикТок-шоу на Новом радио. Как говорили, вернемся в эфир, чтобы поиграть с нашим уважаемым гостем, начинающим блогером. Дониором Юнусовым. Друзья, давайте еще раз. Энергетики, дадим энергетики, потому что сейчас начнется игра. Сейчас будет... вы, молодежь, говорите слово «жесть»? Или это опять же такие из моей молодости? Говорим, иногда. Да? Мясо, да, вы говорите в основном? Сейчас будет мясо, по-моему, да? Ну, друзья, чтобы вы понимали, почему я пытаюсь, настроить свой сленг под молодежь, потому что ребятам 20 лет, 21, 20. Вот где эти мои годы, мать? Где мои эти годы? Ну, твои-то не за горами, а вот мои уже вон там.
Хорошо. Давай Так. не будем тут прибедняться. Давай, ладно, ладно. Ого. Спасибо. Какой? Всегда мечтал, чтобы меня в прямом эфире, сказали, Так, что я у молод. нас игра с гостем, которую для вас подготовил наш друг Умид. И Да. условно игра называется рифматч. Гость должен придумать по 5 рифм к каждому слову. Их будет 10, условно говоря. За сколько секунд? Или у нас без секунд? Смотри, правила очень просты. Зарка тебе вкидывает слово, ты должен, просто не думая, придумать рифму. Но есть условия, конечно, мы в прямом эфире, нас слушают миллионы, все должно быть в рамках морали, да, и нравственности, то есть никаких матерных слов, никаких аморальных каких-то слов, исключительно добрая рифма, да. Помощь зала там. Помощь зала приветствуется, ребят. Минута. Если за минуту ты найдешь рифму к каждому из 10 слов, то за ужин платишь сегодня ты. Договорились? Я и так каждый день плачу за ужин. За всех. Теперь еще и за нашу с Заркой. Теперь мы знаем, с кем дружить. Отлично, супер, Зарка, ты готова? Да, готова. Ты готова? Итак, Ты готов? Я готов. Are на you старт. ready? Внимание. Yes, I am. Are you ready? Давайте поддержим, Даню. Готовы, дети? 3, 2, 1, поехали. Сталкер. Сталкер. Скалка. Это рифма. Это рифма, ребят. У вас время идет, давай. Boeing. Можешь сказать следующий. Боинг. Боинг. Going. Под рифму нужно. Рифму. Боинг, Going. going, дальше. Дальше. Сирень. Сирень. Тюмень. Нормально. Чиж. Как? Чиж. 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 Птица такая. Чиж. Стриж. Стриж, нормально, давай дальше. Гидрокарбонат. Давай Что? дальше. Гидрокарбонат. Гидрокарбонат, лови. Гидрокарбонат. Мясо. Банк такой есть, давай, банк такой есть. Ага, ну. Амонатбанк. Давай дальше. Не надо, что я хотела помнить. Детокс. Так, Детокс. Да. Детокс. Кокс. Детокс. Кокс. Кино. 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 Рифмы ты. Кино и... Оно. Вино. Ну Под- все, подсказывает. вот не уложился. Сколько он, на сколько нашел рифму? На одну Один. только, да? Going и Вроде. Boeing. Все. Хорошо, английский немножко знает, и Boeing. A little bit. Little bit. American guy in a studio of a new radio, You know, a little it's hard bit. to me I'm from to... America, guys. Okay. You can talk English? Yeah, my name Okay. is Jake Hill. Окей, он еще и параноик. Анджелина Джоли. He is drunk, guys. Everything is good. Окей. Слушай, но в любом случае молодец. В любом случае молодец. Ты не филолог, чтобы находить прям на все это рифму, но я слышал, что тиктокеры, они настолько развиты, и я реально это слышал, что они прям выкручиваются из любой ситуации. Именно поэтому была придумана для тебя эта игра. Ты же у нас начинающий тиктокер. Мы прям хотели проверить, Ну, насколько ты крут. И ты реально крут, потому что многие не находят даже на Боинг. Спасибо. Не все английский просто знают, чувак. Окей, слушайте, народ, мне лично вы понравились, вы очень крутые молодые ребята, мы с Заркой вообще С в целом. новым Да? зрением на жизнь, Да. да. В наше-то время такого В наше-то время не было, Зарка, в наше Что у вас время было? максимум, куда вы могли пойти, Вот это в я школу. реально сейчас понимаю, что я старею, потому что рядом с ними некоторые их слова, некоторых поведений я не понимаю, думаю, что они говорят, Это что они страшно. делают. Это, кстати, на самом деле, дорогие радиослушатели, мы с Заркой просто сидим, смотрим на этих молодых Молодых ребят, ребят. и лично я просто ловлю кайф, как бы это грубо ни звучало, я ловлю кайф, я вспоминаю, каким я был в ваши годы, а я был не таким в ваши годы, я не был таким задорным, как вы, и мне это в какой-то мере даже я им завидую. Да. Они классные, слушайте, вы классные, я Ну, лично конечно, вам если ты аплодирую, будешь да, праздновать поаплодируем. твою днюху в Дубае. Нет, дело даже не в Дубае, в вашей энергетике. Дань, ты молодец, что собрал вот этих всех ребят рядом с собой. Вы двигаетесь в правильном направлении, это я вам могу сказать. И давай твой личный совет по продвижению всем начинающим блогерам. Возможно, кто-то из них сейчас нас слушает. Мой личный совет. На камеру будьте собой. Главное быть искренним на камеру. Это всегда зритель видит. Угу. Еще? Согласен. Есть еще какой-то совет? Так, давай от Барбера совет выслушаем, давай. Санджар. Я даже не знаю. Ну, естественность, на самом деле, просто быть собой, это самое Просто главное. быть собой. Любая фишка, вот у каждого есть своя фишка.
Если ты будешь Главное ее найти, да? Да, на самом деле. Отлично. У меня как бы есть своя фишка. Я Барби. Начинающий как бы тиктокер, да. А скромность таких лещет. Скромность через край. Ладно, на самом деле, молодцы. Как сказал один очень знаменитый коучер. Коучер или коуч, ребят? Как будет правильно? Коучер, спикер. Спикер, коуч. Добавляешь к любому. И все, да? В общем, как сказал один достаточно такой знатный человек, знаменитый, миллиардер. Кстати, Саидмурод Давлатов, он тоже примерно в этом ключе говорил. Но вот этот человек прям вот сказал как есть. То есть этот мир, он и так вас не замечает, к чему быть скромным. Да. Поэтому ты, Санджар, молодец, Дань, ты молодец, ребят, вы молодцы. Поаплодируем еще раз друг другу, что вы сегодня пришли. Ребят, это было ТикТок-шоу. ТикТок-шоу. Мы приглашаем молодых, хайповых, продвигающихся, начинающих и уже сложившихся гостей. Всем хорошего настроения. Оставайтесь с нами, проведите субботу-воскресенье так, чтобы в понедельник было немножко стыдно. И моя коронная фраза. Давай. Будьте на новом, чтобы узнать о новом. Ай, молодец. Всем пока. ТикТок-шоу на Новом радио.